Касается женщины, место женщины в коми-культуре, место женщины в мире, есть в коме такие понятия, как морт-туй, буквально переводится как человеческий путь. Есть, отдельно выделяется термин, есть такой ань-туй, то есть женский путь. Вот. Ну, женский путь, как бы вот это понятие отбирает в себя не только какую-то судьбу, что ли, не только предназначение женщины, там, но и все функции, все обязанности, которые женщина выполняет по жизни. Прежде всего, значит, рождение детей, ухаживание за детьми, там, работы по хозяйству, работы по дому, работы женские чисто вот такие, приведение ткачества, тканью и так далее. Ну, кроме того, еще ань-туй имеет значение такое нравственное, что ли, что есть женщина может все уметь абсолютно, но если у нее какой-то вздорный характер, сварливый, то никогда не назовут, что она ань-туя, то есть обладает женским путем, идет по женскому пути. Вот. То есть ань-туя это прежде всего еще женщина доброжелательная, женщина, которая относится ко всему своему окружению, ко всему живому, как по-человечески, с пониманием, с добротой. Вот. И кроме того, держит какими-то внутренними силами, что ли, своих домочадцев, своих родных, близких. Здесь, конечно, как бы очень большое значение придается любви, что вот женщина должна нести любовь, красоту, порядок в мир. Вот. И начало женскому пути обычно уже закладывали сразу в момент рождения, то есть если пуповину мальчика перерезали на прикладе ружья, на топорище, то пуповину девочки перерезали на концепрялки. Вот. То есть как бы вот этим уже сразу определяли какие-то приоритеты. То есть из мальчика начинали растить охотника, мастера, вот, владеющего ножом, топором. Из девочки начинали растить хозяйку, которая умеет обшивать, одевать, обувать, кормить, поскольку вот это очень важно было в традиционном крестьянском хозяйстве, в традиционном сельском социуме. Постепенно воспитывали как бы вот эти все качества, которые впоследствии объединяли вот термином ань-туй. Где-то лет с 8 девочка уже, ну, по крайней мере, до начала 30-х годов, даже и позже, 20 века, уже вполне справлялась с младшими детьми, нянчилась. Иногда вот даже девочку лет 8-9 нанимали в няньки. То есть она все должна была сделать для детей, и накормить, и напоить, и спать уложить. То есть маленькая хозяюшка такая была. Причем вот эта сторона была для девочки не просто там исполнением каких-то обязанностей, но и приносила экономическую пользу. То есть какие-то, ну, кроме того, что кормили, поили няньку, там, где она нанималась, еще и какие-то давали денежки, там, значит, одежду, украшения и так далее, ну, так, по мелочи. Вот. Ну, девочка сразу как бы включалась
и в хозяйственную деятельность, и в какие-то личные отношения, там, социальные отношения формировалась. Вот. Чуть постарше, естественно, какие-то и крестьянские работы начинали давать. Определение качества, все это до замужества вообще считалось личным доходом. Ну, в общем, девочку с малолетства готовили к взрослой жизни, причем к жизни хозяйки, к жизни женщины, которая не только там организует семейный быт, домашний быт, но и готовит смену какое-то подрастающее поколение там, и так далее. То есть дети, рождение, хозяйственные какие-то дела. Ну и что касается, значит, детей. Коми считалось, что с женщиной с мифологических времен связаны рождающие силы, природные рождающие силы. Ну, с одной стороны, как бы может создаться такое впечатление, что какое-то принижение женщины, что ли, идет. Вот когда Омель, значит, противник Бога, затопил всю землю, там угроза возникла для всего живого, что все живое может утонуть в пеж, то есть в скверне, такой ритуальной скверне, магической скверне, нечистоте. Женщины между собой договорились и распределили между собой вот это пеж, какую-то субстанцию. С того времени, с одной стороны, считается, что женщина, она как бы по природе нечистая, поскольку прикоснулась к этому. А с другой стороны, как бы, самопожертвование, жертвенность неизменно подчеркивается. А если посмотреть еще и с третьей стороны, то есть как на эту субстанцию, не просто как на проявление какого-то там негативного начала, что ли, там, иена, омель, вечные противники, как добро и зло. А тут еще и это прежде связано с сексуальностью, с деторождением. То есть, по большому счету, получается, что если бы женщина вот это не взяли на себя, вот эту магическую, мифическую, мифологическую нечистоту, они бы не могли рожать детей, допустим. Вот так вот получается, такие выводы. И именно благодаря этому человек может плодиться и размножаться вообще. Хотя в обыденной жизни, допустим, женщине запрещают перешагивать через орудия лова, через промысловые орудия, через оружие. Считается, что после этого там, ружье, допустим, сети, они могут испортиться. Но как бы вот эта магическая сторона, есть бытовая сторона, есть магическая сторона. Если в быту вот это опасно, то есть какая-то сила такая, какая-то субстанция, она опасна в быту, но она необходима в каких-то метафизических ситуациях, что ли, случаях. Вот, и непременно, неизменно вот с Аньтуй связывалось еще и представление о красоте, потому что считалось, что женщина должна не только там много знать, уметь и так далее, но еще и должна обладать красотой. Причем красота, она воспринималась не как сейчас, допустим, в наше время там наложил там штукатурку, краски и так далее, сделал пластическую операцию, вот какой-то образ появился, какая-то маска. Вот. А на самом деле вот под красотой понимали вообще гармонию там, то есть здоровье, прежде всего здоровье. То есть юга двираяя со светлым телом, кровью. Светлая кровь, светлое тело. Вот, чистое. Обязательно вот как бы в основе всего, потому что нездоровый человек, он, естественно, имеет и вид нездоровый, и некрасивый, неэстетичный. Вот, красота – это прежде всего здоровье. И с этой целью у женщин, конечно, ради достижения такой красоты очень много было разных средств. Вот, можете посмотреть у Ирины Васильевны Ильиной
по медицине коми там довольно крупные, серьезные разделы. Вот, у нас совместные книги «Мужчина и женщина» в традиционной культуре коми. Какие-то есть тоже моменты. Вот, то есть, прежде всего, травы, аккуратность, чистота во всем. Вот. Считалось, что женщина не может пить просто обычную воду, допустим. Вода всегда должна быть с какими-то травами. То есть чисто вот просто взять, напиться воды, ну, кроме исключительных каких-то случаев. Поэтому очень много трав, особенно в южных районах коми. Там несколько трав, по крайней мере, каждая женщина знала и использовала традиционно. А так на юге использовалось до 400 различных растений. Это не только, допустим, какие-то знахарки, целители использовали, но и в обычной жизни. То есть какие-то, как биологическая добавка, как фиточаи сейчас, очень популярные тоже. Вот, то есть это все в традиции было. Это все использовалось для здоровья, для красоты. Вот. Ну, по фольклорным описаниям всегда вот смотришь, красота связана с одной стороны с полнокровием таким, вот, румяные, красные, жизнерадостные, потому что кровь это та субстанция, на которой держится жизнь. Вот. И с другой стороны белизна, то есть прозрачность, белизна, светлая кровь, чистота. Вот это как бы самые главные параметры женской красоты. В фольклоре, допустим, сравнивается, там, если тело сравнивается обязательно с какими-то белыми предметами, явлениями, как творог, там, рыщкает, чегем чепанкойкает, как это, почищенное яйцо, белые плечи, көчгөн яя, то есть с телом как заячий пух, заячья шерсть. Вот, и так далее. Ну, какие-то вот такие вещи. Вот. Ну, естественно, к этому приучали с детства, с малолетства. Если на мальчиков как-то в этом плане не очень обращали внимание. Там еще и такие хвалили, дескать, он сопливый, сильным будет. То есть, вот, не знаю, какая связь там. Вот, то для девочек такое как бы не допускалось. Обязательно говорили, что вот девочка должна быть опрятной, чистенькой, все должно быть в порядке. Основная такая формула, но больше встречается, конечно, в сказках. Купурис яисти дала яйприс, луисти дала лупирис, вемис, вемприс, ставольный светость. То есть через кожу просвечивает мясо, через мясо просвечивают кости, через кости просвечивают костный мозг, а через костный мозг весь вольный свет виден. Вот, то есть это как бы такая уже не просто красота какая-то бытовая, там, прагматическая, а это буквально образ такой, метафора такой небесной чистоты, что ли, небесной красоты. То есть красота, которая вообще не от нашего мира, не от мира всего. Это такая идеальная красота. Вот. Женщина, она считалась и хранительницей дома. Если мужчина снаружи обеспечивал границы дома, то женщина изнутри обеспечивала и порядок, и какие-то вот взаимоотношения. В мифологии тексты есть разные, там, допустим, о происхождении мужчин, женщин. В значительной части мифов считается, что сначала был создан мужчина, потом уже создана женщина в товарище мужчине в качестве помощницы. Вот. Ну, может быть, очень сильное влияние христианства просматривается в этом, но считается, что вот Бог создал человека, Омуль слегка испортил, потом Омуль создал женщину, но оживить не смог. И женщину, которую создал Омуль, оживил Йен своим дыханием. Вот. То есть, как бы, вот, как создание Омуля.
да и в других каких-то текстах то же самое. Но это, я думаю, очень сильное влияние христианства, то есть демонизация вообще женского начала всего. Хотя в языческих представлениях, мифологических представлениях это тоже есть деление какое-то, но оно не такое жесткое, что ли. Вот. Есть один текст, там, где творцы мира, Йен и Омель, представляются двумя лягушками, то есть их образ, их ипостась, они в таком вековечном, изначальном, первоначальном болоте на кочке сидят Йен и Омель в виде лягушек, потом начинают ссориться. Йен толкает Омеля, Омель падает, куда-то там стукается, у него, значит, вытекают капельки крови, из этих капелек появляются все животные. И самое красивое животное, значит, становится женщиной. То есть в этом сюжете еще и мужчины-то нет. Вот эта женщина, как бы она, Омель сначала живет с этой женщиной, Йен потом отбирает. То есть это образ, конечно, какой-то не просто первой женщины, первого человека, но и такой образ приближенный к рангу божеств. То есть женщина, обладающая божественным статусом, поскольку общается с Йеном Омелем. И у нас мало сейчас сохранилось, все-таки 600 с лишним лет православия свое дело сделали. Вот. В мифах упоминается Йен Омель, допустим, как два брата-антагониста, да, противника. Вот. Упоминается в исторических документах божество Войпель, вот, которое связывали с ночью, с луной, с ветром, с зимним периодом. Вот. И очень косвенно можем посмотреть, значит, какие-то женские образы. Есть женские образы, допустим, Зарань Шомдыны вот в сказках встречаются. То есть дочь солнца или, может, даже не дочь солнца, а солнце девушка. Даже правильнее. Потому что если посмотреть параллели с угорскими текстами, там Хатлинай, солнце девушка, солнце женщина тоже у них образ такой. То есть солярный образ и как бы парой вот этому солярному образу образ Войпеля, божество месяца. То есть два светила, мужское и женское. То есть женское оно с солнцем связано, мужское с месяцем. И вот есть тексты, что когда Йен и Омель создали, Йен создает солнце, Омель создает месяц, потом месяц у Омеля Йен забирает. Говорит, что слишком много вреда наносит, там холодно стало, холодно пускает, и потом как бы используют уже в своих целях, это как младшие что ли, божества получается. Если солнце, женщина охраняет людей постоянно, днем, летом особенно активизируется, то когда солнце уходит, на ее место поднимается Войпель, который охраняет от злых сил, активизирующихся зимой, ночью. Вот. И как бы они делятся еще и по такому гендерному принципу. Солнце больше покровительствует женщинам, месяц мужчинам, то есть в мужских делах, женских делах там, каких-то. Вот эти вот женские образы. Ну, встречается еще образ Йома, там очень сильно раскручивали. Вот это тоже как бы реликт какой-то женщины, божества. Вот. Но мы можем посмотреть и по заимствованным названиям. Вот те же угры упоминают, поклоняются там Калтащ, это мать как бы, всего живого. Вот. И судя по происхождению, по каким-то историческим данным, Калтащ это название, имя вот этого божества заимствовано из коми-языка, из какого-то диалекта древнепермского языка, древнего коми-языка. И Кылдыш
форме кылдыш существовало, но у удмуртов сохраняется тоже, но уже изменило значение, как ангел там идет, значение ангел или дух. А кылдыш это значит в древнепермском языке означало творящее. То есть кылдн это творить, произносить какие-то магические слова и создавать мир. То есть кылдыш или еще паре, что там кылдыш вордыш. То есть творящее, произносящее заговор, что ли, да? Которое заговаривает, и появляется мир, появляется все живое. Вот это как бы мать природа, ну, в каких-то там формах сохранилась, но, вот, видимо, название настолько табуированное было, что или изменился сам язык, вот, что вот, как бы, вот это название не сохранилось в современном языке, но сохраняются какие-то персонажи, образы Верба, женщина, которая там, значит, рождает все живое, Верба, Парма. Вот это Шонденыр, Зарань. То есть вот все эти какие-то очень статусные образы. Где-то можно даже назвать божествами второго порядка, что ли, вот самое главное. Еномаль, потом идут вот эти образы, мужской и женский, светила, связанные со светилами, с рождением жизни, с порождением жизни. Да, то есть, в принципе, женский образ здесь присутствует. Если другие какие-то фольклорные тексты посмотреть, то в сказках есть, допустим, сюжеты типа «Финиста ясно сокола», да, «Пепелисти сокола», когда девушка идет в поисках своего суженого, там где-то через какие-то препятствия, чугунные там башмаки снашивает, чугунные посохи и так далее. Вот. Но очень, очень мало вот таких, допустим, каких-то сюжетов, в отличие от мужских образов, каких-то богатырских, там волшебные какие-то сказки, богатыри, жулики какие-то, мужские образы шире представлены. А женский образ он больше такой страдательный, с одной стороны. То есть идет в поисках жениха или девушка-сверетенца. Вот такого рода сюжеты, когда убегает от какого-то антагониста, от антигероя. Вот. И, пожалуй, вот где-то встречается тоже в сюжетах типа Шондены, где герой идет в поисках женщины. Вот тут уже проявляется не просто женский персонаж, героиня женская, женщина-героиня, да, сказочная, а тут как бы символический образ возникает. То есть герой добывает не просто там жену или невесту себе, да, не просто там мать ищет, которую там кто-то унес, там золотой кудряш или там еще кто-то кошей какой-нибудь. Вот. А тут образ тоже становится символическим, как бы. Мужчина там пускается в путь из самых низов, по мере развития сюжета формируется, приходит, достигает какого-то идеала, добывает себе золотые волшебные предметы, коня волшебного, власти добивается, и в то же время вот как бы деньги, власть, и находит женщину. Он вот не просто как бы вот находит себе подругу жизни, а женщина тут как бы идет как символ мудрости, то есть это образ Софии, образ премудрости, образ идеальной красоты. Вот те же самые вот Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая, уже вот эти, значит, как бы сами эпитеты говорят за себя. Мужчина по большому счету ищет некую гармонию. То есть здесь уже женщина выступает просто обобщенным образом гармонии. То есть совмещает в себе красоту, мудрость, вот, и некий порядок такой. Потому что только с ее помощью герой может создавать дворцы. Вот. Яйцо разбили там, или платок развернули, там, или еще что-то, коробочку открыли, вот появился дворец. Вот. Если бы он
не нашел вот эту женщину, вот эту, это воплощение мудрости, премудрости мировой гармонии и красоты, то у него бы ничего не получилось, так как не получается у его, допустим, товарищей. Товарищи крадут вот эту женщину, именно крадут, пытаются жениться, но не могут добыть ни платья, ни одежды, там, которую она просит, ни каких-то дворцов, тем более не могут сделать, потому что это не их женщина. Это не их результат, не их труда. Вот. Так что где-то вот в сказках женские образы, они где-то даже противоположен от страдательным до такой, ну, прямо скажем, божественной символики, божественной образности. Вот. Спасибо, наверное, всех девушек, женщин с праздником красоты, добра, гармонии, мира.